В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. В соответствии с действующим законом накопительная часть пенсии в размере 6% от заработной платы не формируется до конца 2020 года. При этом все средства, которые поступают в Пенсионный фонд России, направляются на финансирование страховой части трудовой пенсии, то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года, теперь она будет действовать до 2021 года. Закон позволит уменьшить трансфер из госказны и Пенсионный фонд в 2021 году на 609 миллиардов рублей. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Также с начала нового года повышается минимальный размер оплаты труда. Законопроект об этом принят Госдумой в окончательном чтении. МРОТ повышается до 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Российской Федерации за второй квартал 2018 года. Рост составит 117 рублей и коснется зарплат около 3,7 миллионов работников. Республиканское отделение Пенсионного фонда России опубликовало график выплат пенсий в новогодние праздники. Досрочной выплаты за январь в декабре не будет. За праздничные и выходные дни января выплата и доставка пенсий и других выплат произведут согласно утвержденному графику и режиму работы отделений почтовой связи. В Якутске в январе график доставки пенсий на дом произведут согласно графику доставки без изменений. А для получателей пенсий в кассах отделений почтовой связи столицы выплата за 7 января начнется с 5 числа. Правительство Российской Федерации на заседании обсудит распределение межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности. В частности, Кабинет министров рассмотрит выделение в 2018 году ассигнований на восстановление автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2018 году в Якутии. Предполагается выделение 72,5 миллиона рублей. Напомним, что совокупный ущерб от паводка, в результате которого пострадали свыше 5300 жителей Якутии, превысил 1 миллиард 400 тысяч рублей. На территории республики в ходе весеннего и летнего половодья пострадали 63 населенных пункта в 15 районах и на территории Якутска. Подтоплены 1482 жилых дома. Объем инвестиций в основной капитал Якутии вырос на 7,4%. По оценке Министерства экономики республики, в январе-ноябре объем инвестиций составил 333,2 миллиарда рублей. Высокие показатели инвестиционных вложений демонстрирует промышленный комплекс. Также достаточно большие объемы инвестиций приходятся на инфраструктурный комплекс, транспорт и связь. Крайне низкие объемы инвестиций приходятся на обрабатывающее производство, сельское хозяйство и торговлю. Число проблемных объектов долевого строительства в регионе сократилось с 16 до 6. Кроме этого, имеется 7 потенциально опасных объектов. Количество обманутых дольщиков в республике на сегодня составляет 584 человека. Программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья является одним из ключевых механизмов развития жилищного рынка на предстоящие годы. Уже есть подтверждение о том, что Якутия на эти цели получит рекордное финансирование – порядка 60 миллиардов рублей до 2024 года. Данная программа поможет в том числе и решению проблемы с реализацией непроданных квартир, построенных способом долевого строительства. Наша обязанность – восстановить нарушенные права наших граждан. Это касается и наказания, которые должны понести допустившие нарушение прав граждан. Эту работу надо усиливать, чтобы было понимание неотвратимости наказания и соразмерности ответа за ущерб, который был нанесен, сказал премьер-министр Якутии Владимир Солодов. Около 4,5 тысяч жителей Якутии трудоустроились в промышленные компании за 9 месяцев этого года в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Работу на предприятиях получили в том числе около 1 тысячи сельских жителей. В угледобывающую компанию «Колмар» трудоустроено 943 человека, в компанию «Якутуголь» – 568 жителей республики. Граждане из сельской местности в основном трудоустраивались в компанию «Алмазы Анабара», также прошли стажировку в Удачнинском горнообогатительном комбинате алмазодобывающей компании «Алроса», сказал председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин. Компания «Алроса» признана одним из лидеров по финансированию корпоративной благотворительности среди российских и международных компаний. «Алроса» направила в 2017 году порядка 10 миллиардов рублей на социальные инвестиции.
Осознавая свою ответственность перед регионами, где базируется наше производство, мы стремимся обеспечивать их комплексное социально-экономическое развитие. Это неотъемлемая часть нашей работы. Компания продолжит инвестировать в социальное благополучие работников, членов их семей и всех жителей регионов своего присутствия, обеспечивая для них достойный уровень жизни, отметил генеральный директор Алроса Сергей Иванов. Герман Греф допустил исчезновение части слова «банк» из названия Сбербанка. Спектр предлагаемых этой организацией услуг расширился далеко за пределы лишь финансовых. Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому смена названия не исключена. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк, мы уже достаточно большая экосистема. Вопрос находится в стадии обсуждения, пока рано говорить о чем-то конкретном, пояснил глава компании. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.